Согласно отчету China News Network от 2 января к 31 декабря 2022 года на месторождении Тарым в Восточном Туркестане было добыто более 33 миллионов тонн природного газа и нефти. Согласно отчетам, это число увеличилось более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Жесткие меры изоляции со стороны китайского правительства за последние 3 года привели к нехватке электроэнергии в большинстве провинций Китая. За время пандемии большое количество источников энергии, таких как природный газ, уголь, транспортировалось поездами и трубопроводами из уйгурского региона для решения повседневных потребностей и проблем с отоплением сотен миллионов китайских граждан. В этот же период репрессии, а также случаи преследования и принудительного труда в Восточном Туркестане резко возросли. Кроме того, отношение Китая к уйгурам было названо геноцидом на международном уровне. Многие страны объявили о серии мер предосторожности против COVID-19 в отношении китайских путешественников. Китай объявил, что откроет свои границы. Администрация Пекина сообщила, что примет контрмеры в этом отношении. Представитель Министерства иностранных дел Мао Нин заявил, некоторые из этих мер непропорциональны и просто неприемлемые. В ответ на различные ситуации на основе взаимности мы примем соответствующие меры. В Китае опережающие индикаторы показали, что производственный сектор имеет тенденцию к сокращению за последние 5 месяцев 2022 года. Общий индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности в Китае, предоставляемый службой экономических и финансовых новостей Jiaxin, снизился в октябре на 0,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 49 пунктов. С августа 2022 года индекс находится ниже порогового значения роста в 50 пунктов. По оценкам Китая, после ослабления мер COVID-19 в начале прошлого месяца вирус распространился примерно на 70% населения крупнейшего города страны Шанхая. Заместитель главного врача шанхайской больницы Жуй Цин и член городского консультативного совета COVID-19 Чин Арчин заявил изданию коммунистической партии People's Daily, что по оценкам за последний месяц в городе было в 20-30 раз больше случаев инфицирования, чем во время вспышки, вызванной случаями заболевания штаммом омикрон весной. Аль-Наср, одна из команд первой футбольной лиги Саудовской Аравии, включила в свой состав звездного португальского футболиста Криштиану Роналду на 2,5 сезона. Для Роналду, прибывшего в Саудовскую Аравию, церемония принятия в клуб произошла на стадионе Эмсул Парк в столице Эр-Рияде. Роналду будет зарабатывать в своем новом клубе в общей сложности $200 миллионов в год.